поговорим про эмоции. Помогают нам адаптироваться, быть знакомы со своими чувствами. Страшно к ним приблизиться, всем будет плохо. Микрофон чувствительный и все может шуршать, поэтому я буду максимально зафиксирована именно вот так. И давайте начнем. Всем здравствуйте, приветствую вас на своем двуязычном канале. С вами Мирверт, психолог, и сегодня мы поговорим про эмоции. Что такое эмоция? Эмоция — это комплексный физиологический и психологический опыт, который возникает в ответ на определенные события, стимулы или мысли. Эмоции могут проявляться через различные аспекты, такие как физические ощущения, выражение лица, субъективный опыт и поведение. Эмоции также играют важную роль в нашей жизни и выполняют несколько функций. Адаптивная функция — это когда эмоции помогают нам адаптироваться к окружающей среде и быстро реагировать на важные события или угрозы. Например, эмоция страха может помочь нам избежать опасности, или эмоция радости. Она может укрепить связь в социальной группе. Коммуникативная функция. Эмоции служат средством коммуникации между людьми. И мы используем выражение лица, жесты, интонацию, голос для того, чтобы передать наше эмоциональное состояние другим людям и принять их эмоциональное состояние. Оценочная функция — это когда эмоции помогают нам оценивать и придавать значение событиям и ситуациям в нашей жизни. Они помогают нам определить, что для нас важно и что вызывает положительные или отрицательные реакции. Если говорить про мотивационную функцию эмоций, они служат для мотивации для нашего поведения. Они могут вдохновлять нас к действию и помогать достигать целей. Например, эмоция страха. Она может мотивировать нас избегать определенных ситуаций или рисков, а эмоция любопытства может мотивировать нас исследовать новые возможности. Если говорить про регулятивную функцию эмоций, то она помогает нам регулировать наше внутреннее состояние и приспосабливаться к изменениям. Они также помогают управлять стрессом, регулировать настроение и поддерживать психологическое равновесие. Зачастую люди не знают свои эмоции, точнее, они не знакомы с ними. Или даже они знакомы, но им страшно к ним приблизиться. В любой терапии всегда человек подступает к такому периоду, когда важно знакомиться со своими эмоциями, познакомиться с самим собой, потому что очень сложно нам коммуницировать и общаться с людьми, если мы не понимаем собственных эмоций, и, соответственно, мы не можем понимать эмоции других людей. Что это значит? Например, люди, которые испытывают страх и боятся, они не могут понимать, от чего оно возникает, и как вообще можно подружиться с этим страхом, как его понимать в различных сферах, где оно уместно и где оно неуместно. Точно так же с гневом. Люди боятся иногда выражать гнев просто потому, что они думают, что разорвут весь мир, или всем будет плохо, или они потеряют близкие контакты от того, что выразили свое недоумение, злость по отношению к другим или к ситуациям. Печаль, тоже для некоторых людей может восприниматься, что это очень депрессивное какое-то состояние, от чего очень тяжело выйти. Поэтому лишний раз люди предпочитают не подходить к этой эмоции. И на самом деле, если вспомнить мультфильм «Головоломка», то из 4 базовых эмоций ведущей эмоцией является как раз-таки радость. Но как по фильму мы видим, что на самом деле радость, она, несмотря на то, что она хотела быть самой главной и взять власть над всеми эмоциями, произошел коллапс. То есть радость не может существовать только как одна ведущая эмоция в жизни человека. Поэтому все эмоции важны. В чем разница между контролем эмоций и сдерживанием эмоций?
А, То есть, как я ранее сказала, что люди, когда они знакомы со своими эмоциями, они очень часто стараются их избегать. То есть тут идет либо контроль, либо подавление. И здесь важно понимать, что конкретно нужно делать с этими эмоциями. Еще один такой пример хочется привести. Люди не знают особо своих эмоций и начинают искать эту эмоцию в других людях. И приходят к одному какому-то разочарованию, что другой человек не может дать то, чего они хотят. А они другие не могут вам точно ничего дать, просто потому что вы не знакомы со своими чувствами. Поэтому, если у вас часто возникают проблемы в отношениях, да, когда вы чего-то постоянно хотите или ожидаете от партнера, то это однозначно, возможно, одна из причин. Это то, что вы не понимаете своих эмоций, что вы на самом деле хотите от другого и от себя. Если говорить про контроль эмоций, да, это означает осознанное управление своими эмоциональными реакциями. Это включает в себя, например, умение распознавать свои эмоции, то, что я уже сказала, понимать их причины и следственные связи, и затем принимать осознанные решения о том, как эмоции будут выражены и контролированы. Например, если я чувствую гнев, я могу использовать техники саморегуляции, да, такие как там, не знаю, глубокое дыхание, позитивное мышление или разговор с доверенным другом, чтобы успокоиться и избежать негативных выражений гнева. Или же я могу разговаривать с собой, успокаивать и утешать себя внутри. Если говорить про сдерживание, это означает то, как мы подавляем выражение эмоций. Например, если я чувствую грусть, я могу сдерживать свои слезы или пытаться скрыть свою эмоциональность от других людей. Важно отметить, что сдерживание эмоций не всегда является здоровым подходом. В идеале контроль эмоций предполагает более гибкий и адаптивный подход, который позволяет осознанно управлять эмоциями и не просто подавлять их. Это позволяет нам находить здоровые способы выражать эмоции для того, чтобы коммуницировать с окружающими людьми, эффективно решать какие-то проблемы, да, связанные с эмоциями. Примеры про контроль эмоций. Например, вам приходится выступать перед большой аудиторией, и вы ощущаете нервозность, тревогу, и вы осознаете свои эмоции и применяете стратегии, как поступить на этом месте. И вы начинаете думать, как нужно успокаивать себя, там, оставаться сосредоточенным во время выступления. Вам сделали неприятное замечание или критику, которая вызывает раздражение или обиду, и вы осознаете свои эмоции, но вместо того, чтобы немедленно реагировать, вы применяете стратегию отложенной реакции, давая себе время на обдумывание и принятие более конструктивного ответа. И если говорить про примеры сдерживания эмоций, да, это во время семейного собрания вы услышали новость, которая вызвала горе или печаль. Однако вы сдерживаете свои эмоции и не позволяете себе проявить грусть перед другими членами семьи, чтобы не нагружать их своими эмоциями, чтобы не испугать их, например. И вы находитесь в ситуации, где вам хотелось бы выразить гнев или разочарование, но вы сдерживаете свои эмоции и сохраняете спокойствие и контроль, чтобы избежать конфликта или негативных последствий. В обоих случаях есть эмоциональная реакция. Но в первом примере эмоции контролируются и регулируются. Во втором примере эмоции сдерживаются и не выражаются открыто. Контроль эмоций обычно связан с осознанным управлением эмоциями и выбором адаптивных реакций, в то время как сдерживание эмоций, да, может быть связано с подавлением или скрытием их выражения.
Например, часто мы в нашей культуре даже замечаем, да, как а, мужчинам нельзя проявлять какие-то эмоции. То есть они должны быть сдержанные, а, малоговорящими, не проявляющими там сильных эмоций. А, Или же наоборот, мужчина может намеренно не говорить каких-то а, слов поддержки. Например, если сказать женщине, что она здорово приготовила ужин, но он предпочтет это не говорить для того, чтобы манипулировать, сдерживать, потому что, по его мнению, женщина может потом, а, как это сказать, зазвездеться немножко, да, и будет плохо готовить в будущем. То есть это такая иллюзорная, фантазийная история. А по поводу того, как мы контролируем эмоции, важно здесь понимать, где вот эта вот здоровая часть. Там, где уместно, да, вот как-то вот взять время и подумать, потом высказать и дать какую-то вот емкую информацию, емкую реакцию. Вот это вот важно отметить. На самом деле трудно мне сказать, что важно, что не важно. Вы сами определяете и решаете, как правильно поступить. Сейчас я просто озвучиваю какие-то минусы, примеры, которые могут эту тему как-то раскрывать. Я что-то могу упустить, и это нормально, просто потому что не всегда, готовя тексты, ты можешь понимать и удерживать все факторы, связанные с эмоциями, поэтому по мере возможностей я буду выпускать и другие видео, и надеюсь, как-то вы можете расширить свое понимание про эмоции. И есть такой еще вопрос, да, почему нельзя сдерживать, копить эмоции? Безусловно, может иметь негативные последствия для психологического и физического благополучия человека. Сдерживание эмоций может привести к накоплению эмоционального напряжения, напряжения внутри нас. Когда мы подавляем или игнорируем свои эмоции, они могут накапливаться годами или месяцами, днями, да, что приводит к внутреннему этому напряжению и стрессу. Это может привести к плохому самочувствию, тревоге и депрессии. Если говорить про физическое здоровье, да, то сдерживание эмоций также может оказывать негативное влияние на физическое состояние здоровья человека. Исследования показывают, что длительное сдерживание эмоций связано с повышенным риском различных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, головные боли, пищевые расстройства и другие. Не хочу сильно пугать, но здесь важно отметить про то, что важно выражать эмоции. Также это влияет на отношения с окружающими. Когда мы постоянно сдерживаем эмоции, это может приводить к нарушению наших собственных отношений с другими людьми. Недостаток выражения эмоций может еще привести к непониманию, конфликтам и недостатку эмоциональной связи с другими людьми. Сдерживание эмоций может привести к потере контакта с собственными чувствами, собственными потребностями. Мы можем потерять связь со своей истинной самостью и стать оторванным от своих истинных желаний и ценностей. Как же правильно выражать эмоции без вреда себе и окружающим? Есть техника сообщения «я», то есть важно признавать, что вы конкретно чувствуете, и назвать это чувство. Потому что, не называя свое чувство, вы можете мешкаться, ходить вокруг да около и не понимать, что вы на самом деле чувствуете. Важно здесь сказать, что если я чувствую на самом деле сейчас гнев, можно признавать это чувство, говорить, что я сейчас злюсь, я сейчас сержусь на то-то, то-то, то-то. Мне неприятно, когда происходит вот это, вот это. Мне неприятно, когда ты опаздываешь на встречу. И следующее, после сообщения «я», после того, как вы говорите о своем собственном чувстве, что вы чувствуете, какую эмоцию вы испытываете сейчас, важно не обвинять другого. Это второе условие. То есть вы говорите только про себя и то, что вы чувствуете, потому что это тот участок
за который вы можете отвечать. Третье условие — это когда вы договариваетесь дальше, как бы вы хотели бы, чтобы ситуация в идеале происходила. Например, мне неприятно, что наши договоренности нарушены. Мы с тобой договаривались о том-то, о том-то. Давай, пожалуйста, закрепим, что в следующий раз это не произойдет. То есть вы говорите о своем намерении, что действительно это вас задело, и что вы не хотите больше сталкиваться с этой ситуацией, поскольку это может вызывать снова и снова этот гнев, и вы можете честно признаваться, что это для вас основной триггер, и это социально неприемлемые вещи. Еще такой важный момент, да, когда вы понимаете, что каждый человек индивидуально может проживать чувства по-разному. Поэтому, как пример другой, да, вот, допустим, когда человек злится, он четко может понимать, что сейчас на данный момент к нему не нужно подходить, его не нужно доставать. Или же женщина говорит: так, дайте мне время сейчас успокоиться, и потом я сама к вам подойду. Не нужно меня расспрашивать, что там произошло, что меня там затревожило, да, или почему я сейчас злюсь. Просто помолчите все, да. Это про то, как люди, которые хорошо, достаточно хорошо знают свои эмоции, они могут тоже давать такую некую инструкцию, как окружающим вести себя в этот момент. Иногда нет возможности выразить гнев. Например, человек уехал или умер, или ты не можешь сказать своему там, не знаю, начальнику, что он вас достал. Вот. Что в таких ситуациях делать? Есть такая техника пустого стула, когда вы усаживаете, грубо говоря, образ того человека, которому вам очень хочется высказать и выразить свой гнев и другие эмоции. Поэтому не поленитесь, посмотрите, как эта техника работает. Но вообще в идеальности, конечно же, это сделать с психологом в кабинете, потому что я считаю, что это должно происходить в таком безопасном пространстве, и человек, профессионал, который знает свою работу, достаточно успешно проведет вас через это препятствие. Можно ли полностью контролировать эмоции? Из собственного опыта я могу сказать, что полностью контролировать эмоции может быть очень сложно, если не невозможно. Эмоции являются естественной и неотъемлемой частью нашей человеческой природы, и они возникают в ответ на различные события и впечатления, и мы не всегда имеем полный контроль над тем, какие эмоции возникают и как они проявляются. То есть мы не роботы, чтобы выдать сразу какую-то определенную эмоцию, да? Однако мы не можем полностью контролировать эти все эмоции, и мы можем научиться просто управлять ими. Мы можем развивать эти навыки, навыки эмоциональной грамотности, которые помогут нам осознавать и понимать и регулировать свои эмоциональные реакции. Вместо попыток полного контроля своих собственных эмоций я предлагаю стремиться к следующему. Осознавайте свои эмоции, будьте внимательны к своим эмоциональным состояниям, старайтесь их осознавать, называть чувства, эмоции своими именами, учиться понимать, что является для вас триггером и как вы поступаете, и как вы хотели бы поступать. Позвольте себе также чувствовать и выражать эмоции, не оценивая их как хорошие или плохие чувства. Развивайте также навыки саморегуляции, как вы можете поддерживать себя, когда возникает какое-то сильное чувство. Кому вы можете позвонить, как вы можете себя утешить. Если ваши эмоции начинают причинять вам серьезные проблемы или у вас возникают трудности в их управлении, не стесняйтесь обратиться за поддержкой к психологу или другому профессионалу, специализирующемуся на эмоциональном благополучии. Цель не в том, чтобы полностью контролировать эмоции, а в том, чтобы развивать, опять же, навыки эмоционального интеллекта.
чтобы эти эмоции служили вам в плюс вашему благополучию. И делитесь этим видео с близкими, подписывайтесь, ставьте лайки и до новых встреч!